Сәлеметсіз дуслар! Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. Я продолжаю выпуск плейлиста «Учим татарский». И в прошлом видеоролике мы рассмотрели очень большую и значимую тему татарского языка – склонение по принадлежности. Выучили такие слова, как минем, синен, анын, безнен, сезнен и аларнын. Также определили, что сказать после этих слов. Например, слово «эти» недостаточно. Каждый раз нужно добавлять соответствующее окончание. Сегодняшняя тема звучит как «у меня есть и у меня чего-то нету». Рассмотрим, как сказать, что я обладаю какой-то вещью, предметом или чем-то, или нет. И данная тема непосредственно связана с темой, которую мы рассмотрели ранее. Эти две темы напрямую взаимосвязаны. Ну что ж, давайте для практики расклоняем одно слово по принадлежности. И пусть это будет слово «дом». Татарский дом – это «йорт». Также есть вариация «эй», но мы рассмотрим «йорт». Итак, давайте скажем «мой дом». Минем йортым. Твой дом. Синен йортым. Его дом. Анын йорты. Наш дом. Безнің йортыбыз. Ваш дом. Сезнің йортыгыз. И их дом, их дома скорее даже, да? Аларның йортлары. Аларның йортлары. Отлично. Необходимо очень хорошо владеть данной темой для того, чтобы у вас получилось работать по теме «у меня есть и у меня чего-то нет». Итак, давайте перейдем к правилу. И само правило очень несложное. Сегодня вы лишь выучите два новых слова. По-татарски «есть» – это «бар», а чего-то нет – это слово «юг». Ну что ж, давайте скажем «у меня есть кошка». Для этого говорим таким образом. Минем, песием, бар. То есть, что мы сделали? Сказали, что у меня моя кошка есть. Песием проигралась как раз-таки в первом случае. То есть, моя кошка. Минем, песием, бар. Давайте скажем, у меня есть дом. У меня это минем, мой дом это йортым, и есть это бар. Минем, йортым, бар. У меня есть квартира в России. Минем, в России это будет Россия, да? Да, разумеется, Россия бывает произносит по-разному. Россей, Россия. Тут мы будем держаться за вариант Россия. Минем Россия, да? Вот квартира это фатир, а моя квартира фатиром. И есть это бар. Минем Россия, да, фатиром бар. У меня нет телефона. Минем. Вот телефон это также телефон, но если это мой телефон, то телефоном и нет, это юг. Минем телефоном юг. Минем телефоном юг. И работая аналогично, давайте спросим, у тебя есть дом? Вот у тебя это все слова, которые вы выучивали лишь в прошлом уроке. Ничего нового мы не добавляем. У тебя, а также твой, это синен. То есть используем слова, пройденные на том уроке. И спросим так. Синен, что означает у тебя. Дом, это будет йорт, но твой дом йортен. Вот есть это бар. И, друзья, вопрос для тех, кто внимательно смотрит мои видео. Чего не хватает здесь для того, чтобы создать элемент вопроса? Совершенно верно. Добавляем вопросительную частичку, потому что здесь вопросительного слова нет. Кто не очень уверен в этой теме, пожалуйста, поработайте по видеоролику «Два типа вопросов». Мы рассматривали это ранее на канале. Синен йортен барма будет звучать полный вариант. Просим так. У тебя есть машина? Да, это вопрос. Синен машинан барма? Синен машинан барма? Давайте еще раз прочитаем данные слова. Әйдәгез тагын бер тапкыр бу сүзләрне һәм җөмләләрне укыйбыз. Минем песием бар. Минем йортым бар. Минем Россиядә фатирым бар. Минем телефоным юк. Синең йортың бармы? Синең машинаң бармы? Отлично. Бик яхшы. Әйдәгез тагын берничә җөмлә тәрҗемә итәбез. Давайте переведем еще несколько предложений. Спросим, у вас есть дети? У вас это сезнең. Дети это балалар, но так как это ваши дети, балаларыгыз. И спрашиваем, есть ли бармы? Сезнең балаларыгыз бармы? У них есть собаки? У них это аларның. Собаки это этләре. И есть ли бармы? Аларның этләре бармы? У тебя есть друзья? Синең. Друзья, это будет дусларың. Есть ли бармы?
Senin dostların var mı? Спросим так. У тебя сколько друзей есть? У тебя это senin. Сколько друзей будет звучать как нişe dostun и есть бар. Senin нişe dostun бар? И последнее, соңғы земля, соңғы сұрау. Последний вопрос. У вас дома сколько книг есть? Сіздің. Дальше вы можете обыграть как в вашем доме. Вот ваш дом это будет ертыгыз. И также в вашем доме ертыгызда. Далее сколько книг? Это нişe китабыгыз. И есть это бар. Сіздің ертыгызда нişе китабыгыз бар? Это самый наиболее верный вариант перевода данных предложений. На этом данный видеоролик подошел к концу. Я обязательно напоминаю, что если вы хотите улучшить ваши навыки говорения и понимания, поработать со мной в парах или индивидуально, назначить личный план улучшения и развития вашего татарского языка, то я приглашаю вас ко мне на обучение, а также для всех начинающих уже завершена первая волна курса «Татарский язык с нуля». Более 100 моих учеников прошли его и отмечают его высокую эффективность, и начинается вторая волна, поэтому не пропускайте и обращайтесь ко мне по контактам на экране. Сау булыгыз, достар! До свидания!